Что такое Ибица для группы Rasmus после такого концерта? Я не знал, что Ибица такая. Мы немножко замерзли. Концерт прошел замечательно, публика очень отзывчивая, веселая, прыгает, танцует и отзывается на все наши песни. Желание заниматься музыкой, насколько я помню, оно было с самого детства или там, с подросткового возраста, 13-15 лет, он говорит Википедия, да, потому что началось какое-то формирование рок-группы. Прошло почти 20 лет. Как изменилось отношение к музыке, стало ли это работой, или все это увлечение, и как изменилось звучание за эти 20 лет? We started the band when we were like about 13 or 14. Это как второе начало для группы. Группа на самом деле с 13-14 лет совместно играет. За все это время только когда им было 20, сменился у них барабанщик. Так, на самом деле, ничего особого не изменилось, это просто как второе дыхание открылась группа. А если говорить именно про направление, Rasmus, обычно говорят просто рок-группа, но, может быть, есть персонально какие-то там уточнения, замечания, что это за рок сейчас, который играет Rasmus? Well, we started by playing this funk music. На самом деле мы начинали с фанка, и со временем наше направление, оно потихоньку менялось. Например, наш предпоследний альбом, это чисто роковый альбом, а последний альбом, который так и называется Rasmus, он носит попсовый характер. Ближе к попсе, чем к року. Больная немножко тема для России сейчас. У нас появился прекрасный закон о защите авторских прав. Более того, из социальных сетей начали изымать произведения иностранных исполнителей. Как относится Rasmus к музыке в интернете? Должна быть она платной, бесплатной? И как должен зарабатывать артист в продаже дисков или все-таки концертами? Все движется к тому, что рано или поздно все это будут покупать. Дело в том, что люди покупают какие-то произведения искусства, а это то же самое. Поэтому солист группы считает, что музыку должны покупать. Он против нелегального распространения продукции. 5 лет назад в Финляндии было популярно скачивание, это пиратство, можно сказать. Но сейчас все изменилось, и все идет к тому, что все скоро привыкнут к тому, что за искусство надо платить. Sometimes it's really nice to, like yesterday I got an email from my friend who I met only one time in Amsterdam. I never saw. Он рассказывает про своего знакомого, которого он видел один раз в жизни в Амстердаме, и тот ему отправил линк, где ссылку, через которую можно посмотреть, как кто-то играет на инструменте и поет. То есть вот один солист он против распространения бесплатного, второй за. Один вопрос. Достаточно плотный график выступлений. Откуда берете энергию, откуда берете силы внутренние, чтобы выступать? Музыканты находят вдохновение в том, что они гуляют по городу, они общаются с людьми, они узнают какие-то местные достопримечательности, включая кухню. Если солист группы будет сидеть целый день в отеле, в интернете, ему это будет скучно, и он просто помрет. I think that today was somehow very special evening. We all felt that there is some sort of love from the audience. We felt it, and I think that we also felt a lot of love for everybody. Сегодня особый вечер, потому что мы почувствовали безумную любовь и безумную симпатию от публики, которая сегодня принимала. И это очень приятно артистам, что их так прекрасно сегодня встречали. Вы сегодня удивили нас песней Трофима. А какую еще русскую, российскую музыку вы знаете, вы слушаете? We have played many times in Russia, and actually we will have in September. В сентябре и в октябре у группы Rasmus более 16 выступлений в России. Они, конечно, планируют включить в программу какую-нибудь новую русскую песню. Может быть, это будет песня из мультфильма «Чебурашка». Okay, thank you very much. Thank you. Спасибо вам.